Это сейчас я стою в одном из районов Уфы. Когда-то в начале 50-х это был отдельный город Черниковск. Думаю, понятно, что речь идет об Орджоникидзевском районе. Промышленное сердце столицы. Здесь проживают более 160 тысяч человек. Здесь прекрасно уживаются обновленные школы, перспективные вузы и сталинский ампир. На повестке ежедневные вопросы от жителей. Как управлять этим непростым механизмом, мы узнали у главы Орджоникидзевского района, проведя с ним один рабочий день. Первый объезд еще до 8 часов утра. Служба благоустройства главная в районе по чистоте. У этих специалистов не бывает выходных, только пересменки. Стараюсь заезжать в МБУ по благоустройству района, чтобы проверить ситуацию, как отработали ночь и какой выход техники в день и общие планы в день, чтобы по благоустройству района, чтобы наш район был чище, намного лучше и краше, конечно. Ситуацию в районе оперативно смотрят в онлайн-режиме. Ночью упало 3 дерева. Это не катастрофа, обычный ритм. Главное, никто не пострадал, но к обеду веток быть уже не должно. На 8 утра поступило 3 заявки по падениям деревьев. Сейчас бригада выезжает, все будет отработано. Все максимально быстро происходит, чтобы все те бригады, которые именно по зеленому хозяйству убирают ветки и деревья, максимально быстро, чтобы убрали. Доброе утро, коллеги. Давайте начнем наше еженедельное оперативное совещание. Сегодня у нас пары ветра были, да, и гроза. Как у нас обстановка, Андрей Анатольевич? Оперативка начинается с короткого «доброе утро» и сразу к делу. Собрались, обсудили, получили поручение. Кто-то ушел с пряником, кто-то с кнутом. Понятно, что район – это живой организм, и в определенные периоды бывают определенные фонящие проблемы. Что сейчас можно назвать фонящим в Орджоникидзевском районе? Какие вопросы от жителей? Основное, конечно же, это отключение воды, горячей воды полностью, потому что сейчас как раз подготовка к зиме идет, и проводят опрессовки, где-то порывы, где-то течи, и как раз устраняет. А также основной из фонящих вопросов – это ямочный ремонт. Конечно же, мы сейчас уже практически по ямочный ремонт на дорогах мы практически уже закончили, завершили. Ну, есть еще мероприятия, где надо проводить, но очень много вопросов по дворовым территориям. Рустам Ильич, обратила за вашей спиной какие-то стройматериалы. Это сотрудники ошиблись адресом или все-таки ваш кабинет действительно нужно было принести? Нет, конечно же, не ошиблись адресом. Здесь подрядчики принесли плитки, напольные плитки. У нас в районе 5 школ проходит комплексный капитальный ремонт. И как раз мы здесь обсуждали выбор плитки, какую плитку лучше выбрать именно на полы. Вижу за стеклом офисного шкафа много сувениров. Рустем Хамитов собирает монеты, но кроме них тут презенты от бойцов, а в них особая душа. Наши бойцы с СВО принесли шевроны свои личные, вот, передали мне, вот, и здесь я их хранил. Такой вот сувенир передали с города Новополоцк. У нас Орджоникидзевский район и город Новополоцк в Беларуси. Мы побратимы, да. А еще книга с пометкой на странице, чтобы вернуться и перечитать. Кирилл Шевцов написал на эту книжку еще в 99-2000-х годах. Мы его в прошлом году, бойца этого, похоронили. Вот, поэт с Орджоникидзевского района в свое время писал стихи. Да, и даже вот такой стихотворение я просто, очень тяжело, конечно, читать, но, во всяком случае, это «Секрет» называется. Да? Он написал его еще 9 июля 1999 года. И по миру развеянный прах, словно память о нас двоих. Но души недопетый куплет все же будет когда-нибудь спет. Будет спет. Это боль затянувшихся ран, исковерканной нашей судьбы. Ты не веришь в красивый обман и не веришь в благие мольбы. Приветствую. Приветствую.
Как живы-здоровы? Все нормально? Все хорошо, Как добрались до сюда? все нормально. Все, сейчас гуманитарку собираете, да, Да, получается? и выезжаем. И выезжаете. Перед выездом по району встреча с бойцом. Позывной участника СВО «Инженер», пока он в отпуске. Отремонтированный внедорожник поедет на передовую. Боец приехал лично оценить технику, добавив: ребятам она очень нужна. Здесь как раз вот недалеко, здесь я все детство прожил, вот на Российской 11, можно даже повернуть и остановиться, посмотрим, какой двор. где вы выросли, по Давайте сути, налево получается, поворачивайте. Да. Советское детство простого мальчишки. Дом и в 2 минутах школа. Любимый предмет – математика. Сейчас по этой дороге ходят другие дети. Им, как и главе, приходилось ранее идти не по асфальту. Скоро дорога к знаниям станет гладкой. Так, Рустам Ильич, это ваш дом, получается? Это мой дом. Где вы выросли? Я вырос здесь. И вот как раз вот эта школа, 69-я школа, где я как раз закончил свою учебу. И вот вы говорили, обновляется здесь, Ну, да. Обновляется это, конечно же, дорога к знаниям. Она по программе мы выбирали те участки, где вообще тротуара практически не было. Дальше нас ждут крыши и подвалы. По крайней мере, нам так сказали. А пока вопросы про родной район. Как вы считаете, что является брендом Орджоникидзевского района? Орджоникидзевский район – это Черниковка. Черниковка – это, вот если взять саму Черниковку, именно центр, где дворец Орджоникидзе, да, и вот ближайшие территории, если посмотреть с птичьего полета вот, на Черниковку, она похожа на цветок урая. Вот. И вот это, наверное, бренд и есть. Черниковку любят не все, это не секрет, но скорее от того, что плохо ее знают. Для комфортности жития, наоборот, здесь, я считаю, как бы намного лучше, потому что здесь, первое, пробок нету, вот, практически нету пробок. Вот, здесь спокойно, дворы все открытые, вот, высокие здания и сооружения, где большой концентрации людей нету. Здесь, наоборот, мне кажется, свежее, легче даже дышать, потому что спокойно ходишь и гуляешь по улицам. Вот мы сейчас поднимаемся на крышу. В этом доме проводится капитальный ремонт кровли. Залезть на крышу – нежелание вспомнить детство. Это отголоски коммунального прошлого. Дом уже не молодой, прохудившаяся крыша пропускала воду до квартир. На данном этапе работ нам осталось смонтировать фановые трубы, для того, чтобы, опять же, тепло уходило за пределы кровли. И смонтировать конек. И, в принципе, работает. Конек остался, а вот эта вот фановая труба или... Вот это фановые трубы, да, это у нас это для вентиляции продухи. Это тоже вот, в процессе монтажа сейчас. Продухи осталось, да? Фановые трубы. И конек остался делать, да? Как говорится, с небес на землю. После крыши подвал. В сырой темнице кипит работа. Тут те самые виновники отключений воды. Но без этого никак. Это сейчас кажется, что зима далеко. Сейчас уже мы можем говорить о том, что готовимся к отопительному сезону. А что проводится конкретно? Сейчас делается промывка и опрессовка. Опрессовка именно всей системы отопления. Здесь у нас полностью все приборы заменили, после чего делается промывка сделана уже, да, после чего делается опрессовка. Все манометры поменяли, опрессовку сделали, вызывает тепловую инспекцию. Тепловая инспекция приезжает, смотрит, да, давление держит, все хорошо, все дает разрешение, что этот дом готов. Внутренний порядок хорошо, но про внешний фасад забывать не стоит, особенно когда касается дела детей. Для них качели, для взрослых скамейки, и уже площадка не пустует. До ремонта все было иначе. Старая или какая была она? Была старая. Старая была, да. Там осталась одна горка песочница. А как вам сейчас? Расскажите, часто ли приходите? Как вам сейчас вообще? Ну, я часто прихожу. Тоже. Вот мне нравится то, что новую площадку построили рядом с нашим домом. Те самые плитки из кабинета в этой школе уже на полу, зашли с федеральными средствами, поэтому масштаб большой. Стены, пол, потолки – все обновилось. Шероховатости есть, но время сгладить их тоже осталось. Потолки, смотрите, весь горизонт, чтобы он был одного уровня, ладно? Прямо берите 3-метровую рейку, прислоняете ее
и проверяете. Я сам лично буду проверять по каждому кабинету. Подрядчику тоже спасибо. Просьба держать на контроле каждый вид работы. И давайте ускоряйтесь. До 1 августа мы должны все работы выполнить. Проезжаем рынок. Аккуратные столы и навесы, а под ними бабушки и те, кто трудится в огороде. Здесь без бизнесменов. Поэтому только те продукты, которые собрали с утра. Вот это сколько будет стоить? 500 рублей. 500 рублей? Так, давайте вот 500 рублей. Вот это ведерко я возьму. Вы часто сюда приезжаете? Да. Я с Благоварского района приезжаю. Это у вас все в огороде растет, да? Ага. Огурцы, помидоры, еще есть. Огурцы, помидоры сюда привозите все из дома, да, которые брали? Ароматная какая. Приехали в парк нефтехимиков. Это излюбленное место для отдыхающих. Кто-то здесь на пробежке, кто-то просто дышит воздухом. По поручению Радия Фаридовича в 2022 году начаты были работы именно по обновлению парка нефтехимиков, где как раз и благоустроили и тротуарные зоны, благоустроили ряд площадок, это и спортивные площадки, и площадка для выгула собак. Уникально, что было, да, здесь площадка для шахматов была, для шахматов, для шашек. И эту площадку здесь возобновили. В свое время городошный спорт в Орджоникидском районе был очень популярен. И самые сильные игроки, можно сказать, вот, были в Орджоникидском районе. Городошная площадка располагалась вот здесь вот. А еще в парке нефтехимиков появится новая локация. Ну, или хорошо забытая старая. Энтузиасты просили ее давно. Речь о первой в Уфе стационарной городошной площадке. Первые игры запланированы на сентябрь. Так, чтобы деревья не попали, никаких деревьев не попало, ограждение попало. И первая точка, посмотрите первую точку. Первая точка у нас здесь. Так, все. Скажите, пожалуйста, с какими жалобами чаще всего обращаются к вам жители Орджоникидского района? Какого они характера? Самое большое количество вопросов – это, конечно, благоустройство территории нашего района. Здесь территории очень большие, и, конечно же, всю территорию благоустроиться сразу целиком не получается. За что чаще всего вас благодарят жители Орджоникидзевского района? Ну, наверное, открытость. Всегда надо открыто и честно говорить людям. Есть ли для вас в Орджоникидзевском районе любимое место? Если есть, то какое оно? Первоочередное – это Липецкий дендропарк. Вот. Это парк Победы. И это, конечно, парк нефтехимиков. И пожелания ваши жителям Орджоникидзевского района? Я пожелаю, чтобы мы все вопросы именно благоустройства, все вопросы жития-бытия решали совместно, вместе. Родился и вырос здесь. Сейчас решает вопросы. Глава Орджоникидзевского района точно на своей земле. А работать на совесть несложно не потому, что так прописано в должностных обязанностях, а потому что район, который ты помнишь с детства, невозможно не любить.